просто холодно, да, с вечной мерзлотой и так далее. И мы приехали, температура была такая же, как в Улан-Удэ. И примерно город такой же. В общем-то, как я только прилетела, я поняла, что я как будто прилетела домой. И вот с этого времени, ровно год, это мой 7-й приезд. Поэтому мне теперь здесь очень много партнеров, много знакомых. Люди просто замечательные. Мне очень нравится здесь работать, здесь трудиться, помогать людям. Поэтому каждый раз, когда я приезжаю, я как будто приезжаю домой. Вот это очень такое теплое чувство. Поэтому, друзья, мы сегодня проведем с вами 2 часа сейчас времени. Это будет презентация Академии «Успех вместе». Вова. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так нормально? Да. Чтобы я не напрягала голос. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Еще больше сделать? Да. Хорошо. Ну, делай, Федор, больше. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, когда спокойно говорю, нормально, да? Слышно? Нормально. Это максимум. Ну, все, значит, так и должно быть. Ну что ж, я являюсь ученицей Академии «Успех вместе» где-то месяцев 15. То есть больше года я в этом проекте. Что такое Академия «Успех вместе»? Если вы вот до начала я прокручивала фильм по результатам учеников Академии «Успех вместе», вы понимаете, что здесь есть нечто, что очень сильно меняет нашу жизнь. Люди меняются как и внешне, так и внутренне. Завтра будет тренинг, и на этом тренинге я буду рассказывать, что надо, как надо работать у себя внутри, чтобы внешние изменения были быстрыми, чтобы внешние изменения получились, как можно быстро. Так, кто-то параллельно со мной разговаривает. Так. Академия «Успех вместе» — это интернет-академия, то есть интернет-портал, который обучает интернет-предпринимателей. Моя история такова, что я 13 лет. Так, надо, наверное, ребенка успокоить. Она, если так будет, это будет очень сильно мешать не только мне, но и вам. Так, смотрите, что со мной случилось, что со мной произошло после того, как я пришла в эту академию. Значит, внешне изменилась я очень сильно. Все знакомые, которые давно меня не видели, они очень сильно удивляются, как я теперь выгляжу. Потому что наши продукты, которые мы здесь продвигаем, они очень сильно помогают нам изменить физиологию. Об этом я сегодня буду говорить достаточно подробно. Я по профессии биолог-химик. 13 последних лет перед тем, как уйти в бизнес, я была директором школы. Директором большой школы, где мы проводили серьезные инновационные такие проекты, которые, достаточно это были сильные проекты, на которые замахивались не очень много школ. Федеральное признание мы получили, защищали в Москве проект свой. Поэтому, есть опыт внедрения разных проектов. И когда я, будучи уже директором школы, мне предложили в бизнес сетевой компании, на тот момент финансовое состояние у нас было очень плачевное. Хоть ты там руководитель, да, там начальник, но, куча кредитов. Мы платили ровно столько, сколько зарабатывали. И вот сейчас я оглядываюсь назад, вообще думаю, как мы там жили-то, получается. Вот есть люди, у которых есть кредиты. Поднимите, пожалуйста. Все. Ой, 2 руками. Я, оглядываясь назад, себя, так называю, шутя, это явление называется кредитный алкоголизм. Что такое кредитный алкоголизм, как вы думаете? Зависимость. Зависимость от кредитов, точно. То есть ты закрыла один кредит,
нет, чтобы остановиться, надо идти, что делать? Возможно, Вот все равно находится какая-то причина, чтобы идти делать еще следующий. И вот так накредитовались до того, что 2 машины мы купили в кредит, квартиру в Улан-Удэ купили в кредит, 3-комнатную. Все, что дома было куплено в кредит, начиная с холодильника, телевизора, дивана и так далее. Доходило вплоть до того, что вот почему это я говорю, потому что мышление было другое. Сейчас у меня нет кредитов. Я практически со всеми долгами рассчиталась. Вы хотите так? Да. И сейчас езжу по многим городам вместе с Андреем Артуровичем, своим наставником. Вместе с другими лидерами я езжу по городам и помогаю людям. У меня есть деньги на то, чтобы ездить. Наконец-то мы решили, уже я 100 лет не отдыхала, честно вам говорю. Специально путевки мы никогда не покупали. У вас в Якутии принято, так как лето, вы там куда-нибудь, у вас вот такой менталитет. У нас в Улан-Удэ такого, я не чувствую, может, я не в том кругу была. Но нынче мы едем в Крым с семьей. Поэтому, видите, все, жизнь меняется. Поэтому доходило вплоть до того, вот это мышление, я шью хорошо. И в один момент я поняла, что утюг, которым я пользуюсь, он, меня не устраивает. Вы знаете, да, партнеру нужен хороший утюг. Я мужу говорю: слушай, мне нужен утюг. Пойдем-ка купим. Это было 1 января. Я не помню, какого года. Мы давай искать в интернете магазин, который работает 1 января. Это оказалось Эльдорадо. Большая, огромная сеть. Она уже у вас тоже есть, да? Есть, ага. Мы пошли туда. И смотрим, ходим. Значит, утюг-то выбрали сразу. Хороший утюг. Смотрим, ходим. И мы вернулись, знаете, с чем? С этого магазина. Нет, куча. С кредитом? С кредитом телевизор купили в 30 тысяч, который стоит вот эту панель. Вот что значит кредитное мышление. Вот что значит мышление бедного человека. Вот пошла за утюгом, с утюгом-то приди, я утюг-то купила, конечно. Но зачем еще этот телевизор-то? Еще один кредит взяли на себя, навесили. Вот такие шаги мы часто делаем. И сейчас я понимаю, что, оглядываешься назад, думаешь, надо же, вот такая я была. Поэтому, друзья, где поменялось сильное мышление? Вот мышление кардинально быстро поменялось, знаете где? В академии. Как только я пришла к своему наставнику, Андрею Артуровичу Шауру, вот я хочу несколько слов рассказать об этом человеке, вот его портрет. Это создатель этой академии, это президент Академии «Успех вместе». Человек огромной миссии, человек, который живет какими-то другими правилами, может, которые для меня неведомы. Он ездит сейчас в турне, он на 60 дней выехал в турне по разным странам, городам. Это вот сегодня будет трансляция из города Алматы. Вот через несколько часов мы тоже придем все домой и что сделаем? Будем слушать эту трансляцию. Это будет очень крутой тренинг. Где-то 4 часа это будет, мозги наши будут меняться достаточно серьезно. И слушая этого человека, я нашла его в интернете. Вот что такое интернет-бизнес? Я нашла его в интернете. Начала слушать. Первое видео послушала, вот что-то зацепило. Второе, третье, и потом неделю бесперерывно слушала. Мыла посуду, ставила, везде у меня в ушах, езжу на машине, у меня в ушах наушники, телефон. И где-то через неделю я поняла, что это человек, за которым я буду идти. Что этот человек наконец-то меня научит зарабатывать хорошие деньги. Вы хотите зарабатывать хорошие деньги? Да. Вот я пришла не на продукт. Девочки, мне продукт сюда положите. Я не приходила на продукт. Мне важен был этот человек, за которым я пойду, чтобы изменить жизнь. Мне уже вот в это время достало так жить. Все время долги, все время кредиты, все время какое-то состояние не очень качественное внутри. Я и психологию изучала, ездила на разные тренинги к большим известным психологам в Москве. Но вместе с тем у меня финансовые проблемы, они никуда не делись.
Потому что финансовые проблемы это внутри всегда. И деньги в нашу жизнь идут откуда? Изнутри. Изнутри. Никогда они не идут снаружи. Вопрос денег, он решается где? Только внутри. И когда я это прекрасно понимала. И мне очень интересно было узнать стратегию мышления людей, которые зарабатывают где-то в 100 раз больше меня. И вот когда в окружении вашем появляется такой человек, даже неосознанно это происходит. Происходят очень сильные изменения в вашей жизни. Поэтому, друзья, я очень люблю и уважаю своего наставника. Это для меня самый главный человек, которого я слушаюсь сейчас. Потому что на данном этапе моей жизни это самый главный человек. Я убрала это куда-нибудь в свое эго. Я сказала, все, я послушная ученица. Ты мне скажи, главное, что делать, и я буду делать. Я иногда даже не понимаю, зачем мне это делать. Но я делаю. А потом только понимаю, вот зачем это надо было. Такого плана эффекты вы тоже будете получать. Поэтому, друзья, у нас удивительная академия, которая бьет все рекорды сейчас в интернете. Ни одна сетевая компания не делает такие огромные обороты за столь короткое время. Сейчас эта академия называется «Корпорация Академия Успех Вместе». И сейчас она находится на серьезном, взлетной полоса у него сейчас. Дело в том, что уже разрабатывается приложение. То есть из Play Market вы будете скачивать что? Приложение «Успех вместе». И вот это приложение, оно будет вам подсказывать, что делать каждый день. Вот ваш день будет что? Расписан. Это же очень хорошо, когда есть такая подсказка. Поэтому вот это все разрабатывается. И потом через нашу академию будут продвигаться только инновационные продукты. Продукты, которые коренным образом и с очень высокой скоростью меняют жизнь человека. В плане здоровья, в плане мышления. Тут будут такие тренинги, что больше нигде не найдете. И наш наставник – это действующий тренер, играющий тренер. Кто такой играющий тренер? Вот я была в Amway. Я очень благодарна этой компании. 9 лет там была. Я платино-основателем была. Я делала там лидерский уровень. Это очень серьезная компания, она мировая. Но там нету интернет-бизнеса. Я когда пришла к мысли, что мне надо, чтобы масштабировать свой бизнес, нужен интернет, вот я и нашла Андрея Артуровича Шалова. А этот бизнес мы делаем в интернете, но мы не исключаем работу на земле. То есть вот это, что за работа сейчас, я тут стою перед вами, это работа на земле. И когда есть сочетание, грамотное сочетание деятельности на земле и деятельности в интернете, вот тогда бывает скорость вообще великолепная. Поэтому кто еще сомневается, что я смогу, не смогу в интернете, вот надо уже начинать это делать. Завтра я буду объяснять все шаги академии, которые, шаг 1, шаг 2, вот так вот. И причем я это буду делать с серьезной психологической и духовной точки зрения. Духовные основания Академии Успех Вместе я буду завтра передавать на всю катушку. Это будет 4 часа очень продуктивного тренинга, которое, я обещаю, вы выйдете отсюда немножко другими людьми, потому что вы поймете многие законы духовности. У нашей академии 2 крыла. 2 крыла, это правое крыло, это материальное крыло, левое это духовное крыло. И почему на эмблеме 2 крыла? Да потому что надо развиваться гармонично. Есть молодые ребята, есть, особенно мужчины, они делают, но у них потолок. Они больше какой-то суммы не поднимаются. Почему? А очень просто. Потому что они крутятся на месте, гребут одним веслом. А надо включить что тут? Духовную внутреннюю составляющую. Потому что, друзья мои, главное правило, которое я всегда передаю людям, и это моя миссия, что убедить вас в
том, что все изменения в вашей жизни происходят только изнутри. Вы внутри меняетесь, меняете мышление, и меняется что? Меняется реальность. Поэтому, друзья, вот примерно вот такая вот вводная часть. Сейчас мы будем говорить о нашем здоровье. Здоровье для всех важно? Да. Это наша основа, да? Основа успеха это что? Здоровье. Если нет здоровья, человек что думает? У него какая цель самая главная? Выздороветь. А если вы здоровы, если вы полны энергии, у вас появляются другие мечты и цели. Правда? Поэтому давайте сейчас поговорим о здоровье. Ну, в общем, что человеку нужно? Вообще нам много чего нужно, но вот если посмотреть, что все объединить в 4 группы, это здоровье, финансы, отношения и любимые дела. Так, у нас тут доски нет, да? Ага, завтра организаторы доску надо будет обязательно. Хорошо. Есть разные жизненные стратегии. Вот можно просто вот по накатанной, когда идти, ничего не делать в плане своего здоровья, вы будете что делать? Разрушать свое здоровье. А можно с любой точки, с любого возраста можно начинать что делать? Восстанавливать здоровье. Если мы посмотрим, факторы разрушения какие есть? Загрязняющая пища. А что такое загрязняющая пища? Которая вызывает образование, накопление чего? Шлаков и токсинов. Вы знаете, я вам скажу вот такое вот интересное дело. Я слушала недавно одну очень известную тренера, коуча, женщину. И очень она серьезно занимается своим здоровьем, телом, и плюс еще у нее очень много тренингов по психологии, по духовности. Она говорит так: я очень хорошо изучала антропологию. И она говорит: вы представляете, до очень позднего времени люди не знали, что от секса бывают дети. Вот сегодня любой ребенок знает, что от секса бывают дети, да? Да? Это как бы, вот земля круглая, это как бы, это оно не обсуждается, да? Вы согласны с этим? А вот было так. И она говорит, такую интересную мысль доносит. Вы, говорит, представляете, в наше время, вот сегодняшнее, настоящее время, люди не знают, что от загрязняющей пищи портится здоровье. Понимаете? Пройдет некоторое время, и человек точно будет знать, от чего у него загрязняется тело, загрязняется организм. Точно так же, как тогда не знали о чем, что от секса бывают дети. Понятно, да? Дальше. Обезвоживание. То есть о воде я тоже буду говорить сегодня. Гиподинамия, вы все это понимаете. Стресс, истощение нервной системы, негативные эмоции. Про эмоции мы тоже поговорим, как они влияют на наше здоровье. Очищающая пища – это факторы восстановления. Текучесть жидких сред, то есть обязательно должна быть вода. Мы сделаем сегодня с вами тест, насколько ваши клеточки напоены водой. Движение, гармоничный тонус тела, восстановление нервной системы и позитивные эмоции. Но теперь, если вот это возьмем вот в виде вот так вот такой шкалы, посмотрите внимательно. Ну, допустим, вот факторы разрушения. Вы пьете и курите. Ну, такое самое распространенное, вот это явление. Кто-то все время по пятницам это делает, да, и курит. И думает, что он идет куда? От здоровья. Это правильно? Нет. Ну, допустим, вот есть такие факторы разрушения. Но вы при этом еще делаете вот какие-то вещи. Вы делаете зарядку, вы принимаете наши продукты, вы стараетесь мыслить позитивно, там еще что-то делаете. Но у вас в итоге-то шаг какой? Вот двигаетесь с какой скоростью? Плюс 3. А можно двигаться вообще плюс 4, вообще вот так вот? Плюс 5. Плюс 5, 6. Можно? Можно. Если убрать все негативные разрушающие факторы. А теперь посмотрим следующий. А вот тут вот, это большая часть людей что делает. Смотрите, они делают
начали принимать качественное питание для клеток, вот эти продукты. Это одна шкала, где... И второе, начали пить воду. А больше ничего не делают. Также негативят, зарядку не делают. Не стараются там прогуляться, дышать свежим воздухом. Вообще этого не делают. Но при этом, ну вот это все негативное я перечислила, они делают. Скажите, пожалуйста, куда идет жизнь? Вниз. В разрушение или восстановление? Разрушение. В разрушение. И вот эти надо вещи сейчас что делать? Очень четко понять. И если вот так вот идти, но даже принимая наши продукты, вы придете вот сюда. Что это такое? Никуда. Финиш. Ну как переводится-то? Что, не играли в игру? Конец. Конец игры. игре. Все. Это тело уйдет. Почему? Потому что оно отжило себе. Потому что ты с этим телом не работал. Ты не старался это тело сохранить. В энергии, в здравом уме. Как еще? Какой памяти говорит? Ясной памяти. Ясной памяти. Ну и надо себя спросить, конечно, друзья. Куда движется мой тренд сейчас? Куда я вообще двигаюсь? Вот эти пункты взять и вот галочки поставить, где есть, где нету. Понимаете? И можно вот так вот. Вот вообще можно вот это идеальное состояние. Ты такой вот все время развитие, За здоровьем работаешь, с мозгами работаешь. Вот такое бывает? Бывает. Прямо с самого начала. Самого нет. Бывает, но очень редко. Большинство людей не так живут. Но вот сейчас вы здесь сидите, вы сейчас узнаете некую информацию. И вот используя эту информацию, если вы примете решение двигаться вперед, вы пойдете вверх. Вот график вашей жизни, куда пойдет. Вверх. А если вы скажете, да ну, это все хрень, ничего мне не поможет, а таких людей очень много. Я все равно ничего не могу изменить в жизни. Вот с такой установкой живут очень много людей. Вы пойдете вниз, а можете идти вот так. К сожалению, это так. То есть мы сейчас будем обозначать с вами точку А. А чтобы идти к одной точке к другой, вы должны вот эту точку А обозначить для себя. Где я сейчас? Вот для этого все вот это то, что я вам рассказала. Там шкала и так далее, и так далее. Ну, надо понять, куда же я двигаюсь. Куда мой тренд сейчас двигается. Ну и давайте сейчас разберем наш организм. Поскольку я учитель биологии и химии, но то, что касается здоровья, как устроено наше тело, я это точно знаю. Ну и когда я еще была в той компании, в которой я трудилась, я очень много изучала вот эту тему здоровья. Я на себе ставила очень много разных экспериментов. Мы 2 года не ели мясо всей семьей. Было такое. О, ужас, да? Обычно в Бурятии, в Якутии так реагируют. Голоданием занималась. Вот мой рекорд 15 дней голодания. Вот сейчас я чувствую, мне сейчас надо приехать, надо хорошенько аутофагию включить. Что такое аутофагия, я тоже расскажу. Ну что ж, наш организм состоит из 12 систем органов. Что такое система органов? Пищеварительная система включает несколько органов, дыхательная, нервная и так далее, и так далее. Их много систем. 12 систем. И все эти 12 систем в совокупности состоят из 79 органов. Какой орган главный-то? Кожа. Мозг. Кожа, да. Кожа — это самый большой орган, 7 килограммов веса. Итак, давайте вот эту пирамидку посмотрим. Органы состоят из ткани, ткань состоит из чего? Клетки. Из клеток. То есть основная структурная единица нашего организма — это что? Клетка. Клетка. И от того, как она себя чувствует, вы также себя чувствуете. Кому знаком синдром хронической усталости? Вот все испытывали этот самый синдром. Посмотрите. Так, телефон все выключаем.
Я выключу тут звук. Итак, какие аномалии в клетке могут вызвать вот такой вот синдром? Сначала синдром хронической усталости, потом еще хуже, потом наступает что? Болезнь. И как наступает болезнь, как это зависит от нашей нервной системы, от переживания, об этом я тоже буду рассказывать. Итак, причин аномалий в клетке 4 всего, если все это объединить вот в группы. Это отсутствие, недостаток кислорода. Дальше идет недостаток питания, недостаточно хороший вывод продуктов жизнедеятельности и недостаток энергии. Вот это надо восполнять в клетке все время. То есть надо все время давать кислород, дальше достаточное питание должно быть, потом достаточный вывод продуктов жизнедеятельности и энергии должно быть. Вот есть одно вещество, которое вам может помочь, что сделать? Восстановиться. Полностью, ну не полностью, но частично хотя бы что сделать? Ослабить вот эти 4 причины. Что это за вещество? Это вода. Вода она что делает? Доставляет кислород, между прочим. И сейчас вот обсудим правила, как пить воду правильно. Ну, давайте тест сделаем. Тест на наличие количества воды в вашем теле. Он очень простой. Я этот тест делаю в течение дня очень много раз. Как вспомню, я делаю. Почему? Проверить. Утром сразу сделала. У кого с собой бутылка воды, вы грамотно видите. Ну, люди, которые об этом, привычку эту внедряете, это очень хорошо. Берете вот так ладошку. Не надо пальцы, туда загибать не надо, вот так прямо должно быть. Потом берете вот эту кожицу, вытягиваете ее. И когда отпустите, вы начнете считать, пока вот эта складочка полностью не расправится. Ну, поехали. Еще надо пить. Сколько? Цифры? Погнали. 9, 3, 1, 23. 23, Сардана, ты что? Да, быстро считала, наверное. Секунда. Так, ну ладно. В общем, идеальная цифра 0. То есть это говорит о чем? Тургор. Есть тургор или нет? Если вы увидели, вот эта складка долго расправляется, значит ваш организм требует Воды. Ну, кто-то может сказать, я уже пожилой человек, у меня кожа такая. Нет, у меня есть 70-летние женщины, у которых 0. Понимаете? Теперь смотрите, как правильно напоить себя. Вот вы сейчас поняли, что надо пить воду, да? И вы пойдете залпом пить воду. Так? Скажите, надо пить же. Пьется так. Первое правило. Утром встали, наливаем горячую воду. Почти горячую. 40, немножко больше 40. И залпом выпили сразу горячую воду. Почему горячую? Потому что одна у меня женщина есть, которая все время пила холодную воду. И у нее вот такой живот, вот так раздувается. Потому что вода задерживается в желудке, она начинает там греться. Вода усваивается клетками в температуре 40 градусов. Это наша внутренняя температура. Под мышками у нас 36,6, да? Внутри немножко горячее. Теперь, когда вы пьете вот эту горячую воду, у вас в желудке не задерживается. А если задерживается в желудке, она превращается в какую? Кислую воду. А кислая вода не усваивается. И организм делает опять дополнительную работу, чтобы перевести воду в щелочную. Дальше. И вот этот сфинктер, который находится между желудком и кишечником, он автоматом, когда холодную выпили, он так закрывается. А когда вы теплую пьете, она проникает как махом туда, в кишечник, и сразу вы получаете утром очищение кишечника. Это хорошо? Хорошо. Очень хорошо. И в течение дня, друзья, правило напаивания организма, клеточек, это пить через 20-30 минут. 20-30 минут. Если вы, вот сейчас у вас цифра была большая, да?
вы должны будете поставить напоминалку на телефон. Пикнула, выпили. Поняли? А сколько пить? 2-3 глоточка. Почему? Потому что, когда вы пьете залпом, вы нагрузку на почки. Идете, бегаете в туалет, короче говоря. А когда вот так пьете, они доходят куда? До клеточек. И вот эта вода может быть, конечно, теплая. У меня некоторые девчонки таскают с собой термоса. Термос и бутылка воды. Они разводят и пьют. Но можно такой комнатной температуры, это вот сейчас прекрасная температура, воду мне тут поставили. Поэтому вы поняли, да, как пить воду? И вот в течение недели, у кого вот нехороший тест был, в течение недели попробуйте себя напоить. Вы сразу почувствуете легкость. Отеки уйдут, вес начнет уходить. Понятно, да? Угу. Почему, когда мы начинаем полнеть-то? Потому что жир – это эндогенная вода. Что значит эндогенная вода? Когда жир расщепляется, образуется вода. И организм что делает? Когда вы не пьете воду, говорит, надо запасать воду. Это женщина какая? Не понимает, да? Мозг как реагирует, управляет телом. Надо запасать воду, где жировых отложений. И очень часто бывает, когда человек начинает пить воду, он начинает что? Стройнеть. Вода доносит до клеток кислород. В воде растворяются все питательные вещества. Вода, сейчас про лимфу пойдет речь. Вода хорошо выводит что? Шлаки. Если воды мало, шлаков там у вас там. Поэтому основное условие, когда вы даже начали принимать вот эти наши продукты, ой, многие жалуются на что? На обострение. Они говорят, ой, короче говоря, мне плохо, поэтому я не буду пить. Я не буду принимать, говорю. А я сразу спрашиваю, а вы пьете воду? Если не пьете, между прочим, вот эти продукты, они здорово выводят токсины, сразу начинают выводить. У кого вот это была тряска такая? Ощущение вибрации внутри. Это начали выходить что? Токсины в кровь. И если есть такая реакция, это, вы же понимаете, если воду не будете пить, что с вами будет? Самоотравление. Худо будет, самоотравление начнется. Поэтому дальше идем. Итак, посмотрите вот на эту схемку. Вот эта желтенькая, такая широкая, это лимфа. Лимфатическую систему вообще мало говорят, а на самом деле это самая главная система очищения организма. У лимфатической системы нету лимфатического сердца. В кровеносной системе есть сердце, которое сокращается и гоняет кровь. Есть мотор. Ну а лимфатическая система, у нее нет сердца лимфатического. То есть, каким образом должна двигаться лимфа? И причем лимфа движется всегда снизу вверх. Против гравитации. Это сложно? Достаточно. Если у вас сидячая работа, у вас все там застаивается. И начинается колени болят, тазобедренные суставы болят, потом начинаются грыжи и пошло-поехало. И в этой части женские заболевания, все, что хотите. Простатиты и пошло-поехало. Поэтому, друзья, чтобы лимфа начала двигаться против гравитации вверх, надо что делать? Двигаться. Делать зарядку. Кто живет на более высоких этажах, можете что делать? Пешком подниматься. Вы качаете лимфу ног. Я живу на 5-м этаже. У нас там нет лифта. Я что делаю? Я всегда, когда поднимаюсь, говорю, я качаю лимфу. Теперь вот кровь. Видно, да? Это клетки, это лимфа. Теперь давайте посмотрим, как вообще идет усвоение питательных веществ в клетке. Вот вы съели яблоко. В яблоке есть полезные вещества? Есть. И вредные вещества тоже есть. Они должны попасть куда? Лимфа. Сначала в кровь. Она же сразу в клетку не попадает. Сначала попадает в кровь, а потом уже куда? В клетку. В клетку попадает. Видите? Теперь, вот вредные вещества, они должны сразу выкинуться куда? В лимфу. Но что? Бывает так, что лимфа забитая.
или вы не двигаетесь. Сейчас что произойдет дальше, посмотрим. Но здесь я останавливаюсь и рассказываю вам о том, что такое клеточное питание. Чем питается клетка? Клетка не питается мясом, рыбой, картошкой, овощами, фруктами. Она не питается. Она питается огромным количеством разных веществ. Ну и самое главное питание клетки — это 22 аминокислоты, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов и 3 полиненасыщенные кислоты. Если вот эти все вещества попадают в ваши клетки ежедневно, ежесекундно, то вы ощущаете себя как? Здоровый. У нас есть очень грамотный, очень профессиональный эксперт наших продуктов. Это Надежда Ивановна Андреева. Это врач, и у нее такой слоган: сытая клетка – это здоровый организм. Вот, чтобы она была сытая клеточка, она должна получать вот эти вещества. Но давайте вот на примере вот этого я расскажу, как образуются онкологические заболевания. Вот, например, вот клетка, и у вас нет в крови витамина С, А и Е. Витамин С призван сохранять цитоплазму клетки, межклеточное пространство, витамин Е – оболочку клетки, витамин А – ядро клетки. Но вот этих у вас витаминов не хватает. Вы просто едите то, что покупаете в магазине, в супермаркете. Тогда свободных радикалов становится все больше и больше. Что такое свободные радикалы? Это такие вампиры, частицы-вампиры, которые разрушают молекулы. А их должны разрушать, этих свободных радикалов, уничтожают так называемые антиоксиданты. А эти антиоксиданты – это все витамины. Когда вот нету в организме этих витаминов, что происходит? Свободный радикал свободно проникает куда? До ядра. До ядра клетки. А клетка делится, команда дается клетке делиться откуда? Из какой органеллы? Из ядра. Вы же помните школьный курс? И вот теперь в ядре происходят какие-то аномалии. Туда проникли свободные радикалы. Они нарушили вот это настроение ядра. И клетка в этот момент начинает бешено делиться. Мы получаем что? Опухоль. Опухоль бывает какая? Доброкачественная и злокачественная. Любые опухоли – это следствие очень сильного закисления организма. Но при этом, если вы не пьете воду и не кушаете дополнительное питание, то этот процесс, он нормальный процесс. И в конце концов мы получаем какое-то серьезное заболевание. Оно надо вам, нет? Нет. Вот когда я вот это поняла, я приняла решение 9 лет назад обязательно принимать какие-то добавки к пище. Вот это решение вообще в нашей семье не обсуждается. Потому что всего лишь 8-10% необходимых в клетке веществ находится в том питании, которое вы покупаете из магазина. Причем здесь нету настоящих своих фруктов, же нету овощей. Ну, овощи можно вырастить там летом, да? А так круглый год питаемся с какими фруктами? Привозными. А витаминов там уже практически нет, очень маленькое количество. Дальше. И вот я представляю вам клеточное питание, которое называется Elevate. Elevate – это слово, элеватор, знаете, что такое? Поднимать. Итак, тут есть 20 разных трав. Там адаптогены, натуральные энергетики, цельнопищевые нутриенты. Очень интересные есть составляющие. Но я не буду рассказывать о каждом этом составляющем. Есть в интернете замечательные лекции Аэлиты Мустафаевой, Надежды Андреевой, которые они прямо каждую травку рассказывают, каждый грибочек. Гриб линджи, как работает радиола розовая, что такое натуральный кофе, что там содержится и так далее, и так далее. Главное преимущество вот этого продукта – это синергия. Что такое синергия? Синергия – это когда одно вещество работает, эффект оказывает один на организм, а когда все 20 попадают в организм, эффект получается совершенно другой.
Эффект получается такой высокий, мощный. И поэтому, когда я впервые приняла вот эту капсулу, я, знаете, что сделала? Я сначала, у меня же есть мнение, что витамины, они должны быть все отдельно. В, С, ну, мультикаратин, там, кучу баночек у нас дома было. И когда мне сказали, что вот там 20 разных трав, и все витамины в куче, я сказала, как это возможно? Но любое новое явление всегда проходит вот внутри человека 3 этапа. Какие этапы? Сначала мы говорим, этого не может быть. Потом второй этап. Говорите. Надо попробовать, да? Но это называется этап, в этом что-то есть. И третий этап. Это супер. Иначе быть не могло, называется. Любое новое вот всегда вот так проходит. Я когда внедряла разновозрастные технологии в школах республики, у меня было в сети 17 школ, и там мы отменили полностью классно-урочную систему. У нас вот 7, 8, 9 класс дети обучались вместе. И давался им один и тот же материал. Как 7-класснику, как 8-класснику, как и 9-класснику. Но там была система, ну, совершенно другое содержание. Мы полностью перелопатили всю программу всех предметов. Там все было другое. И там даже вот это эффект обучения, взаимообучения мы включили. Поэтому, когда вот вы начинаете бизнес и говорите, я ничего не знаю, не буду рассказывать, короче, это плохо. Надо что делать? Идти и рассказывать. Потому что, когда ты рассказываешь, сам понимаешь. Понятно, да? Вот там у нас был слоган такой. Я рассказывала, объяснял Пете тему, что даже сам понял. Вот этот эффект вы здесь тоже получаете. Теперь смотрите. Когда я это начала, многие педагоги, ученые начали вот так вот. Это что за чудеса тут творит Муханаева? Кто ей позволил? Вот такой был. Это как можно 3 класса объединить, обучать одному и тому же? Это невозможно. Но я не сдавалась, у нас была команда педагогов. Мы работали, представляли проект на разных площадках. Потом начали говорить, ну-ка, в этом что-то есть. Что вы там делаете-то? Мы объясняем, как мы там все устроим. А потом, когда малокомплектные школы начали сокращать, то есть тупо начали урезать часы учебного плана, чтобы выжить в малокомплектной школе, надо было что? Объединить классы. Это 6 вместе обучать, 7, 8 вместе обучать. И тогда сказали, иначе быть не могло. Вот эта технология спасет малокомплектные школы. Мы так спасли много малокомплектных школ. Понятно, да? Поэтому любое новое всегда проходит 3 этапа. Сейчас я понимаю, да, иначе быть не могло с 8. Теперь, дальше идем по этой красивой схемке нашей. Смотрите. Вот вещества попали туда, в клетку. Вредные вещества сразу должны выброситься куда? В лимфу. Но полезные вещества перерабатываются, там всегда образовываются тоже какие-то вредные вещества, ненужные нашей клетке. Они тоже куда должны выброситься? В лимфу. Угу. И тут вы должны понимать, что если лимфа густая, если вы не пьете воды, что это будет очень плохо. Вот эти шлаки, токсины, вредные вещества, они будут что? Застаиваться. И вот про воду я уже рассказала, поэтому не буду я останавливаться на этом. Ну и про зарядку поговорим. Вот 80% нашей крови вообще находится вот в данный момент времени в капиллярах, то есть в тонких сосудах. А как из толстого сосуда, да, перегнать в тонкий сосуд? Нужно применить давление. Это называется эффект шприца. Вот чтобы лекарство пошло через иглу, вы что делаете? Давим. Давим. Давление оказывается. Теперь, а это давление чем является? Это зарядка. Вот в нашей академии есть зарядка. В общем, в академии, если вы придете и начнете все рекомендации выполнять, у вас тело будет меняться очень быстро. Я же долго думала, ой, что зарядку-то? Особенно, знаете, по части отжимания. Ну, кто отжимания делает каждое утро? Ну, процентов 20 нет.
показал зарядку Андрей Артурович на одном из тренингов. Там простые упражнения, и он в конце всегда показывает, что? Отжимание. И тут я все время на него смотрела, так вот, даже в Якутии тут сидела, прямо здесь, в этом зале. И знаете, что я думала? Ну, это для мужчин надо. И это, что мне? И вот пока я так думала, тело не менялось. Вес качели туда-сюда, короче. Плюс 2 килограмма, минус 2 килограмма, минус 4 килограмма, плюс 2 килограмма. Вот такая вот петрушка. У кого такое есть? Есть же ведь. А почему? Отжиманий. Зарядку не делайте, отжиманий не делайте. Через раз. Теперь смотрите. Когда один раз включаю академию, и там Айгуль Газизова, она была в этом. У нее очень красивое есть изумрудное платье гипюровое в обтяжку. Она же красивая, такая худенькая, красивая, стройная. Она так раз туфли скидывает, ложится и начинает отжиматься. Вот это для меня было, вот это да. Я такая чих-чих, тапки скинула дома же. Легла и не встала ни разу. Вот думаю, вот внутри меня что творилось, вы не представляете. Вот думаю, вот дожила. Так-то я раньше-то много, я бегу не на дальние расстояния. Знаете, почему на дальние расстояния? Дыхалка хорошая. Ну и характер. Я в институте бегала, там разные далекие. А близко не могла. Спринтерские дистанции для меня это вообще капец. А скажите-ка, почему? Кто догадается? Разогнаться не могу? Не могу. Ноги короткие. Длинноногие девчонки сорвались и раз там туда уже 100-метровку. А пока ты это долго. И поэтому такие крупные девчонки, они все что делают? Спринтер. Ну они такие там звездили. А я звездила где? В марафоне. Вот там. 3 километра, ну, ради бога. Они все сдавались на каком-то круге. И у нас была одна девчонка, Вачаева Марина. Вот это, как, бывает же, как лошадь бегает, говорят, да? Вот она из таких, прекрасной физической подготовки. Она прибегала, потом я прибегала. Поэтому, что касается, физических нагрузок, я нормальная была, но видите, себя как запустила. И тут я начинаю делать отжимания. Вот кто начал делать, прямо расстраивается, вот не получается. И вот перед тем, как делать отжимания, ты такая, ой, не, я сейчас посуду помою, буду делать. Там еще что-то сделаю, потом вот это все откладываю. Знаете почему? Потому что когда не получается, вам неохота. Я придумала такой способ. Мне подсказала девушка, которая делает, ей 55 лет, она делает 100 раз. Живет в Чите, в нашей группе, короче. Я говорю, Галя, скажи мне, как это вообще научиться-то? Она в Звездном, мы зашли к ней в специальный там зал, она не позвали. Я же никогда одна не делаю. Я говорю, ну-ка, давайте, пойдемте, как отжиматься научимся. И она нас учила. Учила дыхание ставить, учила вот с коленок. Вот ты 3 раза еле-еле сделала, да, потом на коленке становись сразу. И дальше продолжай. 3 раза так, 10 раз с коленок. И вот так вот я училась. 10 раз нормально сделала, потом с коленок 15 раз. И сейчас 50 раз сегодня утром спокойно сделала. Вы можете так же. Поэтому просто надо ежедневно что делать? Тренироваться. 2 дня не сделать, потом опять будете наверстывать. Ну зачем это? А когда вы вот в группе это делаете, да, мы организовали группу, марафон, и делали вот зарядку. И каждый вечер надо было отчитаться, сколько отжиманий ты сделал. Если даже ты не сделал днем, прежде чем написать отчет в чате, что делаешь? Ложишься и делаешь. Можно такие штуки организовывать в группах, это очень полезно. Так, вот что касается зарядки. Теперь давайте посмотрим. Акселер детокс, что он делает? Вот этот детокс как раз таки, вот эти шлаки и токсины, которые образовались, скопились в нашей лимфе, они что делают? Выводят. Это необходимая процедура, как вы думаете? Очень.
Фильтра, которые чистят наши органы. Это какие фильтры? Печень. Почки, печень. Кожа. Почки. Если у вас заболели Кожа. почки, друзья мои. Легкие. Почему не знаю, какой-то идет этот запрос. Если почки заболели, то у вас первый признак закисления. Не первое, уже как бы закисление сильное. Самое первое от закисления страдает что? Почки. Кто врачи, это вы прекрасно понимаете. Вот эти почечные клубочки начинают прям поражаться. Потом почки перестают работать. Это очень серьезное заболевание. Итак, есть 3 смеси для пищеварительного баланса, для нормализации веса и пробиотики, пребиотики. Все здесь очень сбалансировано. Но я вам расскажу вот со слов вашего земляка Максима Архипова. Вот он сегодня отсутствует, он у нас где? В Таиланде, короче говоря. В отпуске он. А он у нас проводит вебинары. Вебинары по продуктам. И один раз я его слушаю, он говорит: слушай, я когда увидел вот эти бактерии, вот на латыни написано, видите, да? Вот эти бактерии в составе вот этого продукта, я вообще очень сильно был удивлен. Потому что я их сам принимаю, но с другой компанией, нахожу прямо. Я знаю, что это очень-очень крутая штука, короче. А в чем крутизна? Оказывается, после войны против биологического оружия советские ученые вывели вот эти штаммы бактерий. То есть против биологического оружия это что? Против разных вирусов, бактерий, которые могут поразить вас. Антидоты. Вчера мне звонила девушка, говорит: я температуре. Здесь она нет. Я говорю: ты выпей 2-3 штуки Акселлер. Почему? Чтобы вот эти бактерии и вирусы убить. Понятно, да? Еще элевчику. А почему элев? Потому что там есть витамин С. Витамин С вызывает что? Образование интерферона. А интерферон убивает что? Вирусы и бактерии. Поэтому удивительный просто вот этот продукт. Кроме вот этих бактерий, конечно, там. И вот эти бактерии, они полностью нормализуют что? Желудочно-кишечный тракт. А ЖКТ – это основа нашего здоровья. Вот у нас есть Иржена Намсараева, она всегда говорит: нет запора и голова не болит. Это точно. Точно. Так, поехали дальше. Теперь посмотрите-ка сюда. Вот мы съели что-то, но тут картинка чем отличается от первой? Что вы видите не то? Сужение. Сужение произошло, да? А что это значит сужение произошло? То есть мышца сжалась. А теперь скажите, пожалуйста, от чего сжимается мышца? От стресса. Вы стрессанули, сжало. И вот есть люди, которые очень напряженные прямо. В стрессе живут. Вот думаешь, вот сейчас и заболеет. Поэтому стресс это не очень, не есть хорошо. И причем, вы смотрите, что происходит. Вот такую схему сейчас вам покажу. Вот сжало вас и скопились токсины, шлаки. Что получается? И вот на этом месте образуется что? Тромб. Болезнь. Появляется болезнь. И все вам говорят, все болезни от чего? От нерва. От нерв. Вот оно. Вот. Теперь посмотрим схемку. Вот такая страшная картинка получается. Схемка какая? Зажим в чувствах. Что значит зажим в чувствах? Вот обиделась на мужа, да? И не говоришь ему. Или вот тебе надо проработать эту обиду. Завтра я буду показать, как обиду превратить в благодарность. Чтобы эта капсулка, обида, не осталась там внутри. Вот женские заболевания это всегда обида на мужчин. Почему я так смело говорю, да? Потому что я училась в психосоматике. Я прошла 2 уровня духовной интеграционной. Я умею работать со психосоматикой. И всегда заболела моя знакомая, у нее рак груди. Я говорю, это обида на мужчин, давай помогу проработать. Она мне отвечает, знаете что? А что на них обижаться-то? Они доставляют нам радость. Но эта обида могла сесть у тебя в детстве еще. То есть зажим может образоваться когда угодно, даже в утробном периоде. Поэтому, друзья,
Зажим чувств и мыслей. И завтра мы будем говорить, как работать со своим состоянием внутри, со своими чувствами, эмоциями и мыслями. Потому что мы творим реальность именно мыслями, эмоциями, чувствами, а не тем, что мы делаем вовне, понимаете? И вот об этом завтра пойдет речь. Завтра приглашайте еще больше людей, нам надо вот туда вот все заполнить, потому что информация будет действительно очень ценная. На основе шагов Академии я покажу, как мы творим мир. Вы хотите вообще узнать, как я творю вот это вот? Как я дожила до такого состояния? Хотите узнать? Да, вот и завтра вы получите все ответы. Такие озарения люди получают, говорят, вчера мне смс в Инстаграме написала женщина, я ее не знаю, но она смотрит по Ютубу, и она говорит, мне 54 года, я только благодаря вашим мастер-классам начала понимать вообще, как все устроено и почему я так живу. Теперь у меня есть реальная власть над собой. Я могу все изменить, изменяя что? Внутреннее состояние. Вот это очень важно. Чувства и мысли как зажали. Перенапряжение симпатической нервной системы получилось. Спазм мышц сосудов, клапанов. Потом это вызывает застой. Вот эту картинку помним, да? Застой всего. И потом только на этом месте получается болезнь. И вот откуда говорят вам все. Все болезни откуда? От нервов. А если нервы будут в порядке, почему быстрое исцеление идет от наших продуктов? Потому что еще что? Вот эти продукты питают нервы ваши. Нервные клетки. Когда нервные клетки питаются хорошо, вы начинаете чувствовать себя очень хорошо. Настроение поднимается? Да. И ощущаешь себя спокойной, не тревожной, не сомневающейся, уверенность появляется какая-то. Оказывается, есть два пути исцеления, друзья. Два пути. Вы можете, конечно, одним путем идти, просто кушать эти капсулы и ни о чем не думать. Это может сработать у вас. Но есть люди, которые говорят, я пью эти капсулы. Что-то ничего не меняется. Как был псориаз, у меня он так и остался. Есть такие люди? Долго приходит изменения. А знаете, в чем дело? Что там, Марка? А ты так снимаешь, что ли? Нет. Там прямой эфир, он в Инстаграме он должен идти вот так вот. Он никак не лежа. Там поставьте кто-нибудь, девочка. Кто умеет прямой эфир вести? Молодежь. Это молодежи, что ли? Так. Дальше идем. На чем я остановилась? Ну-ка. Псориаз не проходит. Вот. А почему он не проходит? Сознание не работает. Смотрите, что происходит. Когда вот как мы болеем, произошло какое-то событие в жизни. Умер близкий человек. На работе какая-то развод с мужем. Или с женой. Или с родителями какая-то. Короче говоря, произошел сильный стресс. Теперь внимательно меня послушайте, эту логику. Тогда вы поймете, вот почему есть у вас то или иное заболевание. Стресс. От стресса что? Все зажало. Перестали питаться ткани, перестали питаться клетки. Вывод продуктов, отходов прекратился. Ткань начала питаться собственными отходами, вот этими шлаками. Это качественное питание? Нет. Нет. И с того времени, как произошел стресс, и до того времени, как вы ощутили физическую боль, прошло очень много времени. Это, знаете, где-то несколько месяцев, у кого-то даже год. Теперь смотрите внимательно. Если вы вспомните, когда вы заболели, и отмотаете несколько месяцев назад, и из-за какой проблемы вы на кого-то сильно обиделись, что-то было. И вот представьте себе, если вы это отпустите, произойдет чудо.
Вы начинаете принимать наши продукты, налаживается питание. Угу. То есть ткань, рожать это произошло, разжалось. Теперь я сейчас перейду, знаете, к чему?